Молодые родители Владимир и Оксана вместе с 8-месячным сыном обустраиваются в новом жилище. Этот белоэтажный дом в районе Маяка в Сухуми теперь их собственность. Владимир Завгородний из Гудауты долго мечтал о жилье, которое бы мог назвать своим. Отчий дом был слишком ветхим и опасным для жизни, а еще полон тяжелых воспоминаний. В 16 лет Владимир остался один, потеряв сначала брата, затем отца и мать. Поэтому место, где он вырос, решил оставить. На протяжении 10 лет Владимир снимал квартиры в разных городах Абхазии и верил, что однажды у него будет свое жилье. За это время молодой человек создал семью. В прошлом году он узнал о государственной программе жилища, которая помогает определенным категориям граждан приобрести собственное жилье, и сразу подал заявку в Министерство социального обеспечения. Вот когда приняли, позвонили мне, сказали вот так, одобрили на 800 тысяч сертификат. Было приятно, радостно. К выделенным государством 800 тысячам Владимир добавил свои сбережения и заемные средства и смог приобрести небольшой белоэтажный дом в районе Маяка в Сухуми. Он был вообще не жилой. Жилой как старенький домик обычно, своими силами, своим трудом. Как-то что-то стараюсь благородить, сделать. Работая технологом в пекарне в 2 смены, Владимир бывает дома всего по 3-4 часа, но каждую свободную минуту он тратит на обустройство нового жилья. Вот все, что есть, моими силами, моим трудом все сделано. Сейчас появилась и уверенность, и основа, то, что мое собственное, никто не беспокоит, ни за что платить не надо. Благодарен организаторам этой программы. Всем, кто помог, кто выделил. Государственная целевая программа жилища действует с 2021 года и направлена на обеспечение жильем наиболее социально незащищенных категорий граждан республики. Программа охватывает многодетные семьи, инвалидов первой группы, семьи, в которых есть дети с ограниченными возможностями здоровья, а также другие уязвимые группы. За этот период удовлетворено 200 заявлений граждан на общую сумму 200 миллионов рублей. Программа продолжает успешно функционировать, предоставляя реальную помощь тем, кто больше всего в ней нуждается. Гугуца Вардания, Налач Хинжери, Руслан Квицыня, Абхазское телевидение.